Владимир Елышев – потомственный пчеловод. Каждое утро начинается с обхода ульев. Ноги сами ведут к пчелам. То ли привычка, то ли гены дедовские передались, шутит Владимир Евгеньевич. Вот сейчас посмотрим, что у них осталось. Можно ли убирать магазинные коробки? Мы их немного продумаем, чтобы они ушли вниз. Вот очень много прополисовали. Это утеплитель у них как бы называется. Вот сколько сырья. Так, воску берем. Вот это то, что чуть потемнее, это чистый прополис. Они вот это красноватый цвет, значит, взяли с тополя. Ну, сегодня пчелы не злые. С утра вроде погоды нет, но тепло есть, нормально. Так, сейчас будем доставать рамочки. Ну, здесь вот вощины они не доделали. Сейчас раздвигаем все рамочки. Ну вот видите, напрыск идет, очень сильный напрыск, поэтому мы собирать пока их не будем. На полях как раз люцерна зацвела, похоже, и они с утра уже несут нектар. Поэтому, чтобы у нас мед не закис, и он будет недозревшим, пока придется приостановить работу, так как на рамках идет сейчас как раз вот это нектар, свежий нектар. Они свежий нектар приносят с полей, с люцерны и с розового клевера. А сейчас других цветений уже вроде как бы нету, но они несут в основном с люцерны. Когда еще люцерну не скосили, поэтому пока приостановим и подождем, когда уберут люцерну, и пока погода не наладится. Потому что есть тепло, они с утра, прямо с раннего утра уже с 5 часов начинают работать, несут нектар. А раз они нектар не успели провентилировать, этот мед будет недозревшим, и он может закиснуть. Поэтому пока мы с этим делом остановимся. Пчеловодством, если я занимаюсь уже 3-е поколение. У меня дедушка занимался, но они немного пчел держали, где-то до 10 даже не доходили, 5-6 ульев. Потом после него начал у меня отец заниматься. Отец доходил до 14 ульев. Ну там у нас были проблемы с гнильцом, где-то откуда-то появился американский гнилец, поэтому у него тоже пчелы до 2 остались, потом полечил, сколько-то еще, ну он старый стал, я начал где-то уже, когда он еще работал, лет 30 уже где-то я с лишним занимаюсь. Дедушка еще помогал, потому что мы на кочевку выезжали, ближе к липовым наращениям, ну в лес мы выезжали, да, на липняк выезжали, чтобы липовый взять. Именно дед предрек маленькому Володе будущее, сказал, будет пчеловодом. Я потому что к пчелам заходил как бы в одной маечке, маску одевал и в трусах заходил. И дедушка сразу сказал, этот сын у тебя будет пчеловодом. А брат у меня старший был, он весь укутывался, везде все резинка, все натягивал, а чуть там дымарем работал, чуть там пчелы начинают лежать, он дымарь выкидывал, через забор убегал. Вот, а я как-то вот это привык к ним. Ну, то есть это любовь к пчелам, видимо, уже была с детства. Пчеловодство, а точнее бортевое пчеловодство, относится к древним занятиям удмуртов. Отдельные семьи имели по несколько десятков бортей в лесу. Инструментарий пчеловодов был прост, поэтому свои действия они стремились как бы подстраховывать магическими приемами, о чем говорят обрядовые песни пчеловодов. So
Борти в период медосбора требовалось сохранять от медведей. Для этого придумывали различные приспособления. В 18 веке борти с пчелами стали вырезать и перевозить на усадьбу, а потом начали изготавливать ульи. Использовали где-то такие ситовые деревья, из ели ситовые, то есть они как бы теплые считаются, и там они лучше выходят с зимовника, то есть там сырости нет. То есть практически вот этот материал дышит хорошо. Ну, в старину вот это знали. Находили такие деревья, его пропускали через программу и вот это делали. Такие ульи хорошие были. Сейчас этим, занимаются некоторые, но очень мало. В деревне раньше многие занимались пчеловодством, вспоминает Владимир Евгеньевич. Через дом, а то и чаще стояли ульи. Если соседи, они всегда делились, в первую очередь, мед выкачали, сразу соседям дали. Этому соседу, другому соседу. И чтобы там ругания не было, чтобы друг друга уважали, вот этим занимались. Крепко занимались вообще. И в маленьких селах, и в больших селах занимались. Свечи делали из воска, свечи делали самодельные. Потом использовали, как бы уплотнять вот эти деревянные катки и прочее, да, тоже расплавляли и все вот щели, дырки заделывали вот этим воском. Ну, свечи, особенности вот иконницы, где вот держали, свечки заливали сами, там нитку брали, заливали, и вот эти свечи использовали. Ну, где вот на углу у каждого домой заходишь, с восточной стороны были подоконники, и там свечи всегда стояли самодельные. Были они чуть потолще, были потолще, кто как их заливал. Вот это у меня с детства я помню. Мед использовался везде. В лечении, в различных выпечках. Сахар был дорогой, но зато были здоровыми, говорит Владимир Евгеньевич. Действие вот этого меда очень хорошо на весь организм. Все важные органы и против всяких болезней. В особенности ОРЗ, ОРВИ. Я, скажем, 30 лет работаю в школе, ни разу не болел ОРВ, ОРВИ, грипп там, этими болезнями, и коронавируса такого не было. Даже вот это, то, что мы как бы находимся здесь на пасеке, мы получаем этот яд, мы получаем маточное молочко, мы едим пергу, мы вот этим запахом самое дышим. Вот это все дает нам как бы здоровье. И есть такое, что вот когда люди, которые не могут даже через врачей вылечиться, есть апитерапия. Есть специально сейчас открывают пасеки, что открывают полностью вот это улей, открывают, там сетка стоит, и как бы на палате человек просто там спит. Несколько суток он там спит, дышит вот этим запахом и чует вот этот гул пчел, которые за световой день принесли вот этот нектар, они начинают его вентилировать под большим таким с крыльями своими, выдувают вот это. А никаким техническим путем невозможно вентилировать и доделывать мед, чтобы он превращался в мед. То есть вытесняют вот эту влагу под большим жужжанием. Прополис, тем более, он антисептическое действие. То есть вот это, если вдруг в горле запершило, мы берем просто вот этот прополис шарик, его тихонько как жвачку жуем. У нас внутри рта все вот эти микробы, вирусы, они уничтожаются. Склонные к полноте, они больше начинают заболевать сахарным диабетом. А сахарным диабетом им же уже песок нельзя, а мед потихоньку, помаленьку можно. Поэтому вот у нас частенько тоже берут такие больные. Ну и потом любая рана, вот допустим свежий мед, любую рану, незаживляемую рану, вот свежий мед может полностью вылечить. Любую рану. Даже вот глаза капают, у кого глаза больные, тоже в свежем виде его немножко подогревают, если зимой, и капают в глаза. Ну а так, в основном, от всех болезней, вот у меня у дочери, скажем, были с детства почки больные. Потом я говорю, дочь, давай нажимай на сахар вообще, пока с рациона убери, а ешь мед. И вот у меня вся семья мед ест, и таких вот особо не болеют. И простудными заболеваниями очень мало заболевают. Надо, вот как говорят, надо 100 грамм в день меда съесть, и чтобы не было проблем с врачами.
Вот. Мед он всегда, ну, с утра, скажем, на холод, когда выходим, с утра нежелательно его. А вечером перед сном, это как снотворное действие идет. И успокаиваться, и вот я, допустим, у меня не спится, допустим. Я беру, встаю, целую столовую ложку хапну и запиваю молоком или теплым чаем. И после этого уже чувствуешь, что хорошо засыпаешь. В последнее время молодежь не тянется к пчелам, сетует Владимир Евгеньевич. А хотелось бы, чтобы пчеловодство передавалось из поколения в поколение. Чтобы привить молодежи любовь к земле, в Зембайской школе реализовали проект. Данное начинание должно было также решить проблему нехватки молодых специалистов в сельскохозяйственной отрасли. Но желающих посвятить свою жизнь пчеловодству больше не стало. Этому есть и другие причины, говорит Владимир Евгеньевич. Когда у нас аграрную школу открыли, в Зембайской школе, там у нас и тракторы преподавали, то есть дети выходили, юноши уже свидетельство сельского механизатора брали. Я ввел предмет пчеловодства. У нас ввели предмет пчеловодства для 10-11 класса. Это было что-то. Мы имели 6 ульев на своей школьной пасеке. Ну и дети постоянно чай пили с медом. Это было хорошо. Вообще нормально было. Вот они как бы уже в программе сетки часов у нас были уроки поставлены, сетки часов. То есть там тракторы, допустим, да, машиноведение у них идет. Потом пчеловодство и овощеплодовод девушки еще вот занимались. Тоже они получали все удостоверения. Это было у нас через сельхозакадемию агрошкола. Это было очень интересно. Ребятам было очень интересно. И мед был. Это целебное как раз. И дети меньше болели, я скажу, простудными заболеваниями, когда они мед постоянно едят. Но сейчас требования очень большие требования, потому что новые ветеринарные правила идут. Надо зафиксировать пасеку, надо документы иметь и паспорт пасеки иметь. Потому что мы имеем все-таки дело с ядовитыми насекомыми. Это очень плохо, когда соседи, допустим, начинают жаловаться, они не могут выйти, скажем, полоть или... Ну, то есть неудобства создаются. Бывает и судятся. У нас вот у одного человека козу до смерти ужалили пчелы. Они судились, ну, там небольшую сумму, правда, 7-8, но это неприятно. То есть требование должен быть 2-метровый забор. Вот на одном сотке там определенное количество пчел должно быть. И они направлены не в сторону соседа, скажем, а в противоположную сторону летки, чтобы не направления были. Труд пчеловода нелегок. Его день редко начинается с восходом солнца и заканчивается глубокой ночью. Затраченные труды могут и не окупиться, ведь результат зависит от милости природы. Но пчеловодство максимально сближает человека с природой через трудолюбивую пчелу. Это глубокая историческая связь, и она становится все более значимой в современном, экологически нездоровом мире.